к мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Мерцающий свет лампадки, тихое пение отца, звуки гармошки, торжественность церковных праздников – это самые яркие первые впечатления детства, которые он запомнил на всю жизнь. И еще ощущение неуемной радости от того, что рядом отец, мать и брат, и от того, что в семье, где он живет, мир, лад, покой, любовь. И от того, что появляется неосознанное чувство, предчувствие будущей жизни, большой, удивительный, как полет в высоком небе, где только солнце и чистота, где только солнце и чистота. Такой была его жизнь, о которой потом он напишет. Вся моя творческая жизнь была высоким полетом, в котором я не заметил прожитых лет. Юрий Смирнов. И мне весною приснилась неразгаданными чарами, сердце порывно забилось вольными крылами марами. Первое, наверное, воспоминание, может быть, это будет неожиданно звучать, об отце. Вот этот вот рисунок. Это до моего рождения. Отец вот так представлял своего сына. Это датировано 57 годом. Моей маме вот к 8 марта он послал открытку. Вот художником был. Раннее детство. Самые яркие впечатления — поездки на родину отца. Калининская, теперь Тверская губерния. Рыбалки замечательные, где отец меня брал ранним утром, туман стелится по полям, и вот, значит, он меня везет на кристальной чистоты речку Тьмаку, берет на руки меня, еще дошкольника, и переносит на середину реки, ловим рыбу, пескарей, и кто кого переловит. И вот это тепло отцовского тела, это незабываемо, это на всю жизнь. Отец остался в памяти многих молодым, симпатичным, ярким, не задержался на сцене ни на день. Позже он часто цитировал Утесова: лучше уйти со сцены на день раньше, чем на год позже. И вот он таким сохранился в памяти многих, по фотографиям. То есть мало кто знает его жизнь затворническую. Вот когда он стал пенсионером, уединился, начал ездить куда-то, значит, в санатории, только чтобы вот порыбачить там. Книжку начал писать, посвящал он ее семье и просил ее открыть только после его смерти. Мы выполнили его наказ, и действительно, когда вот спустя даже 2 года после смерти я открыл эту книжку и был просто поражен, как профессиональный литератор, я был поражен, что он написал так эту книжку, что, в общем-то, редактуры она не требует. «Ты мне
весною приснилось, журавли на Полесье летят. Спросите у людей старшего и среднего поколения, чей голос им слышится, чей голос пробивается сквозь время, когда сегодня в исполнении других артистов и в других обработках слушают они эти песни. И они ответят вам Юрия Смирнова, его серебряный, задушевный, мелодичный голос. Юрия Смирнова. А разве только эти песни помнят? Многие другие. Более 500 он записал на радио. Песни народов СССР, современных композиторов, зарубежных авторов и, конечно же, классику, арии и романсы. И все звучит совершенно, исполняется как-то легко, свободно, как дышится. 40 лет Юрий Смирнов, заслуженный артист Республики Беларусь, был солистом белорусского радио и телевидения. 40 лет он был знаком, символом высокого исполнительского мастерства. Его любили, его знали, его голос искали в эфире. Но прежде... На заре туманы юности всей душой любил я милую, был в глазах ее небесный свет, на лице горел любви огонь. Судьба привела меня на радио и телевидение. И рядом со мной оказался такой прекрасный певец, мастер, опытный и талантливый музыкант и великолепный человек Юрий Васильевич Смирнов. И дальше мы на протяжении нескольких десятилетий шли по жизни рядом. Сделали очень много записей. И все лучшее, все начинания, потому что это было началом моей карьеры творческой, все связано с Юрием Васильевичем Смирновым. Он познакомил меня с многими белорусскими композиторами, которые его очень любили и доверяли ему первые исполнения сочинений. Он меня познакомил с Львом Моисеевичем Абелиовичем, с которым я дружила 25 лет и переиграла тоже камерную музыку. И этой встрече я обязана тоже Юрию Васильевичу Смирнову. С Тикотским, с Подковыровым, с Юрием Владимировичем Семеняко. Потому что Юрий Васильевич был любим, популярен, и его приглашали на исполнение. Он давал жизнь новым сочинениям белорусских композиторов. И я всегда была рядом. Мы проездили очень много, очень гастролировали много, и бывали и в военных частях, и на заводах, и в общежитиях. И я благодарна судьбе за то, что мне так повезло, что рядом со мной оказался такой замечательный певец. И когда я думаю о том, что его уже нет рядом с нами, у меня сжимается сердце. Но все-таки я всегда помню его добрую улыбку, его поддержку. Он всегда передо мной, и он ведет меня по жизни и помогает в трудную минуту. Твоя тут правда, терпим спрадвеку, батьки терпели, дяды терпели. Гора, гора. Он родился 15 октября 1928 года в деревне Доманово Ржевского уезда Тверской области на второй день после большого религиозного праздника Покрова Святой Богородицы. И пусть это прозвучит мистически, но мне кажется, что именно она, Богородица, заслоняла его от многих житейских горестей и бед. Он родился в семье, где любовь, взаимопонимание и желание помочь ближнему были законом. Его отец, Василий Яковлевич, мечтал, чтобы Юра стал художником. Но с детства и пения отца, а он знал много песен и играл хорошо на балалайке и гармошке, и звуки баяна, что доносились из соседнего дома, и церковные песнопения будили в Юре какое-то непонятное чувство, очень светлое и чарующая музыка влекла его. Перед самой войной, когда Юрию исполнилось 13 лет, отец подарил ему гармошку. Вот с этого-то все и началось. Он убегал на речку и долго подбирал мелодии знакомых песен и понимал, что может сам воспроизводить эту удивительную музыку. Пусть не умело, но сам, и мир стал еще радостнее.
война. Эти годы семья Смирновых пережила на станции «Высокая», и Юре, как и другим, довелось пережить и увидеть очень многое. Бомбежки, расстрелы людей, пожары. Но так мы устроены, среди житейского ненастья, среди туч мелькнет лучик надежды, и мы возвращаемся к жизни. Отец не вернулся с войны, но Юра помнил, что дал обещание ему стать художником, но не стал. Ему было другое предназначение в этой жизни, судьбой определено. Он поехал в Москву поступать в художественное училище, но так получилось, что по пути он потерял портрет Ленина, который вез с собой на экзамены. Да еще не хватило какой-то справки для поступления, и он вернулся домой. Вот здесь начинается самое интересное, самое главное, именно то, что стало смыслом его всей жизни. Меня попросили написать песню на стихи Адама Русака. У него был какой-то юбилей, и исполнителем этой песни должен был быть Юрий Васильевич Смирнов. Вот таким образом у нас произошло знакомство. А вообще заочная встреча моя произошла с ним и с его прекрасным голосом. Это был конец 60-х годов. В то время Лучинок написал замечательную песню «Журавли на Полесье летят», и Юрий Васильевич был первым исполнителем. И хочу сказать, что от того первого исполнения, конечно же, очень многое зависело. И вообще очень многое зависит, как исполнитель в начале, в самом рождении песни может ее, так сказать, подать. И я хочу сказать, что не только эту песню он, как говорится, понес в народ, но и если мы вспомним песню «Ты мне весною приснилась» Юрия Владимировича Семеняка, то это тоже результат того, что этот редкий Божий дар донести песню не каждому дан. И Юрий Васильевич в данном случае является, так сказать, как бы крестным отцом многих замечательных песен белорусских композиторов. Мы много записали с ним песен, но я писал точно на него песни. Не так много, потому что тенор – это голос особенный, вот, свой диапазон, своя тесситура, свои какие-то краски. Но если кто-то вот из молодого поколения слышал и помнит его голос, то он обладал таким голосом узнаваемым. Хоть и у него тенор, в общем-то теноров много в мире, но было в его, так сказать, краске такая краска, которая была узнаваема. На призыв мой тайный и страстный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон. Юра стал петь на школьных вечерах, а потом много и часто пел в полном одиночестве, когда работал машинистом водокачки. Его услышал брат Аркадий и сказал: «Ты должен петь, тебе надо учиться». И он поступил в Калининское музыкальное училище, именно в то училище, где когда-то учился его кумир Сергей Лемешев. Потом в Саратовскую консерваторию. На 14 мест претендовало 400 человек, но Юра выдержал конкурс и поступил в консерваторию. Несколько лет он работал в Омском театре оперетты, очень быстро вошел в репертуар и очень быстро стал любимцем омской публики. И самое главное, здесь, в Омске, он встретил свою судьбу. Женщину, которая стала его другом, ангелом-хранителем и женой, Инну. Ей было 16, ему 28. Она часто приходила в театр на спектакли и садилась в первом ряду.
Ей сначала не понравился этот невысокий тенор, невысокий кучерявый тенор. Но он тоже заприметил ее, девочку с первого ряда, и однажды подошел к ней на улице, познакомился. А потом были письма о красивой, чистой, настоящей любви. Он увезет ее в Минск, она белоруска наша землячка, и волей судьбы оказалась в Омске. А судьба не ошибается, она знает, что тех, кто любит друг друга и не может жить друг без друга, она всегда соединит. Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю, не мечтая, что всех красавиц она милей краше. Юрий Васильевич Смирнов. Я очень долго его называла Юрий Васильевич, а потом он меня как-то: да что ты все, Юрий Васильевич, Юра, да и все. Ну, Юра так Юра. И вот Юра. А иногда я его называла Сережка ты наш. А почему? Потому что вот его внешний облик мне как-то перекликался с образом Есенина. И он лирик, и он романтик, и Юра в душе поэт. Как-то однажды он меня спросил, пишу ли я историю своей жизни творческой, вот записываю ли я что-нибудь из своей творческой жизни. Я сказала нет, он сказал зря, а я пишу, но никто об этом не знает, сказала. Я тогда этому значения не придала. А вот потом, позже, когда, я не побоюсь сказать, главы из книги, которую он писал, книга его жизни, читали по радио, я была зачарованной. И как мне хотелось набрать знакомый номер, позвонить и сказать: «Боже, Юра, у тебя настоящий литературный дар». Потому что все, что я слышала, меня волновало. И это очень зримо, то, что ты пишешь. Я все это увидела. И никогда не забуду, когда он мне рассказывал, как он встретил Ину, свою Ину. Он так и говорил, всегда говорил: а вот моя Ина сказала, а вот моя Ина пошла. И вот он мне рассказывал, что она приходила в театр, он тогда пел в оперете, и он искал ее, раздвигал занавес, искал ее, находил глазами в зале и пел для нее. И вот эта любовь на всю жизнь одна. Вот согласитесь, что в артистической среде такое бывает нечасто. Листики зелени хвалятся, небо понятливой мовой, росами мыются раницей, блестятся солнцем огнёвым. Я думаю, что сегодня вряд ли найдется человек, который мог бы сказать об Юрии Васильевиче Смирнове плохое слово. Все, кто помнит его, говорят о нем с чувством любви и благодарности. Он был удивительно скромным человеком и никогда ничего ни у кого не просил, даже в тех случаях, когда это касалось его лично или судьбы его близких. Он никогда ничего ни у кого не просил, не мог или не хотел. При всей своей внешней мягкости он обладал достаточно твердым характером и силой воли. В тот день, когда у него умерла мать, в Доме офицеров у него был очень ответственный концерт. Он ничего не знал, он уехал на концерт, позвонили из Москвы, и жена пыталась очень долго найти его по телефону. Наконец она нашла его и сообщила печальную весть. Он сказал: «Извини, меня объявили, я должен идти на сцену». Он вышел на сцену и спел романс на стихи Сергея Есенина «Ты еще жива, моя старушка». Исполнил его так, как никогда и нигде не исполнял. Ты жива,
еще моя старушка, жив я, привет тебе, привет. Пусть струится на твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Это был человек вельми интеллигентный. Что такое интеллигент? Это той, с ким легко, з ким світло і працювати, і відпочивати, від якого вот, расставить крыло себе. Что еще вельми важно, что он был не просто друг, сябра, человек, и он некий был человек не от этого свету. Чему? Потому что он відчував, де тобі буде тяжко, де які будуть перешкоди, де тебе не зрозуміють, і знав тое, чим це можна переодолеть. Увесь час ганарыўся своим земляком Сергеем Яковлевичем Лемешевым. Он усё жыццё яго вучыўся, і он был для яго зоркай Лемешева. Я думаю, что был зоркой и Юрий Смирнов, и мой друг, и друг усіх тих, хто його не раз слухав по нашому білоруському радіо у тыя гады. Я почитаю вірш, присвячений Юрию Смирнову. Голос його солов'їний у світальній тиші був як весна для країни, ніби рай для душі. Існастю мог своєю небо святлом обнять, і журавлёў, што вясною на полессе летять. Песні яго свяціліся пералівамі пекнаты. Стой, што вясною прыснілася, быў ён заўсёды на ты. Вечер снежинками весело усміхаўся яму, любіў ён шчыра, па-весняму завейную нашу зіму. Успамін росным лугам світая, успамін хоть косой коси. Юра, як цябе не хапае на белой нашей оси. Люблю тебе, мой берег родный, где льется Неман среброводный, дубы, где дружной чародою стоять, як вежи над водою. После выхода на пенсию, а его долго не хотели отпускать из оркестра, в его жизни образовалась какая-то пустота, его как-то быстро забыли. Он заполнял эту брешь книгами, рыбалкой, машиной. Подрастали его внучки, дочери его дочери Аллы. Он никому не жаловался, но иногда ему было очень плохо. Почему он ушел? Почему он не стал больше петь? Наверное, потому, что хотел, чтобы его запомнили еще молодым, красивым в голосе. Его удивительный голос, чарующий, мягкий, лирический голос Юрия Смирнова. В семье как самую великую реликвию хранят книгу «Дорога из Доманова». Ее написал Юрий Васильевич Смирнов о своей жизни. Писал он ее 15 лет. Его сын Андрей, переводчик, поэт, журналист, посвятил своему отцу стихотворение, которое называется «Зимняя радуга». А ведь зимняя радуга – это явление очень редкое, как и редкими бывают люди, которые встречаются на нашем жизненном пути. В стихотворении говорится о птицах, которые обязательно вернутся домой. Они все помнят, они помнят дорогу домой и прилетят для того, чтобы напиться талою водою и обнять умершего отца. Это символ. Юрий Васильевич Смирнов умер 25 апреля 1997 года. Но мы ведь возвращаемся в эту жизнь, в память и в сны наших близких и родных. Мы возвращаемся, если нас помнят, не забывают. Его помнят.
все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам устал